Ну и тоже единовременные выплаты ко Дню Победы были введены в прошлом году отдельным категориям ветеранам. Давайте подробнее об этом поговорим. Все-таки наш эфир организован в канун праздника. В каком размере выплаты и кому предоставляются? Выплаты, хочу отметить, что мы вот с конца апреля уже организовали, произвели. Ветераны должны были уже все деньги получить. До вот середины мая мы еще сверочку такую проведем. Получают у нас повышенную сумму, значит, единовременные денежные выплаты ко Дню Победы труженики тыла. Получают они в этом году и получили уже 5000 рублей. Дети войны у нас получают 3000 рублей выплату. И вот новые как раз категории, которые получили категории не новые, но вот именно что их отметили именно на республике, и получают они 3000 рублей. Это у нас вдовы, ветераны Великой Отечественной войны, это у нас жители блокадного Ленинграда, и это у нас узники концлагерей. Вот такая вот очень важная работа была проведена, в том числе и вот в прошлом году. То есть выплаты уже начались? Выплаты начались, большая часть выплат уже произведена. Ну, вот так бывает, что иногда мы еще в середине мая уже вот в заявительной точечной вот такой вот работе выявляем еще тех людей, ветеранов, которые не получили выплат. Очень важно, что вот я сегодня об этом говорю, потому что все-таки я надеюсь, что жители республики нас посмотрят, услышат, и если есть знакомые ветераны, о которых вот я сейчас сказала, чтобы всех уведомили, чтобы можно было такую выплату получить. То есть нужно обратиться... Если вдруг выплата не поступила, вот можно посмотреть до середины, наверное, мая, то, наверное, есть какая-то ошибочка, но сбоев у нас очень мало, я надеюсь, что все в полном объеме выплаты свои получат. Наверное, много получателей, да? Получателей достаточно, конечно же, порядка 20 000 человек у нас уже получателей имеется.